О, Привет! где чемодан? Чемодан взяла? Аделина, ты когда ее увидела с чемоданом, что подумала? Я подумала, что вы решили ее сплавить ко мне на пару месяцев, что она переезжает. Ну, мы так и планировали. А ты что вернулась-то? А? Мы хотели еще второй чемодан отправить с твоими вещами. Да ладно, шучу я. Нет, у тебя так красивые сережки у тебя. Мне так соскучилась по тебе. У меня лицо дубовое, ты меня целуешь, я даже не чувствую, прикинь. А что у тебя? Чего не соскучилась? Сережки у тебя красивые. Какие сережки? У меня, смотри, уши Аделина коса отвисли. У меня, я вот только заметила, посмотри, как у меня сейчас сережки на мне висят, смотри. Ушла висят. Нет, Почему-то это дырка. нормально, уши так всегда. А их не, где у Мои, тебя? посмотрите, вот. Хиним высоко стоит, а у меня уши обвислые. Вот это вообще внизу сережка. Вот это я только сегодня заметила, представляете? Блудные дети вернулись. Будем сейчас кормить их и будем Ой, готовить Майя, как вы этот. Как будем? Что будем готовить? Костыбы будем, костыбы. Я вообще за сплетнями приехала. У меня нету У сплетен, меня тоже Аделина. нету. Меня же сейчас никто не снабжается сплетнями. Ну, я ни с кем сейчас не общаюсь пока. Почему не общаешься? Не знаю. Все А же что-то, не знаю, такие Чё? разговорчивые стали. Разговор, пересралась, что ли, совсем? Нет, я вообще ни с кем не сралась. Мне кажется, просто кое-кто меня сдал публично в Инстаграме. Кто, я что ли? Да, типа то, что вы сказали однажды, типа, меня же вообще-то, у меня есть источник. И мне кажется, в этом же никто мне не рассказывает ничего. Ёпараса, ты думаешь, да, за меня, да? Нет, я не думаю, что, но возможно. Я говорю, почему вот мне никто сплетни не рассказывает теперь? Потому что, мне кажется, меня сдали просто. Это я сдала. А я всех сдаю, поэтому никто никому сейчас ничего не рассказывает. Блин, мы без сплетен. Кто-нибудь придите и нам расскажите сплетни. Мы вообще, у нас голод по сплетням. Меня не обсуждайте Да. ничего. Ай, Алла, тут, короче, какие-то все сплетницы собрались. Я крапивницей покрылась. Что это такое крапива? Вот такие штучки вон на солнце есть. Стоять видно, наверное. Что это такое? Ну вот так вот по всему телу. Именно вчера чуть-чуть началось. Я сначала думала, может, это на нашествие клопов снова. Но потом мы поняли, что это не они, потому что иначе бы ее тоже всю искусали. Но ее не кусали. То есть я полностью одна, у меня все вот так. Блин, Аделина, не пугай, блин. Ты из Казани клопов не привезла себе домой? Нет, не А? привозила. Да не Потом, привозила. если ты привезла из Казани клопов, имей в виду, ты же можешь принести нам эти клопы. Так она Еще 100 раз ты не можешь была. принести клопы. Так меня же В никто не чемодане покусал. нет клопов? Дорогие друзья, не приходи к нам в гости. У нас могут быть клопы. Аллергия это. Из-за продуктов разных может быть. Из-за этих может быть. Вот отдельно пожили спорта. без мамы, поэтому Смотри, я ее сегодня вы накрасила. жрали всякую ерунду, наверное, без меня. У Данилы же девушка появилась. Вот смотрите. говорите сплетни. Вот в этом Это свежие сплетни. У Данила появилась девушка. Сейчас покажу. Вот. О. И смотри, первая фотография. Ани. Офигеть. Она из Казани. Ага. Она русская. Когда не познакомились? Не, Данила одноклассница познакомила. Чапкой. А что такая аромат? Асану, не чапкой, сухая аромат. Нет. Ну ладно, чапка. У него и нос свистит, и разные звуки издает. Когда что-нибудь говоришь, обижается, видишь, он обиделся уже. Чавкой, так что чавкой. Хорошо, мы нашего тронула. Да ладно, иди, укелемен, фауна, укелемен, укелемен, хину ушинду. Kızlar, tamam. Мен білемін есімін қараймын. Atım iyi kuram da ağzım tüşken ucu ukelep. Bitti oturalım. Оста, шоколад, шоколад тунган. Охренеть. Слишком дорого было. Это не шоколад, а шоколадный продукт какой-то. А, еще ведь вкусный был. Мы, короче, приехали в Юглино. Это наш соседний поселок. Я, короче, хочу зайти в швее. Отдать свои любимые платья. Сейчас я покажу вам самое мои любимые платья. Оно синтетика голимая. Стоило 1000 или 800 рублей только. 800 рублей где-то стоило. Вот оно. Дешевое сиреневый цветочек платья. Но я его обожаю. И оно мне очень большое. Я, конечно, не знаю, получится или нет, но я хочу его
уменьшить в размере. Нишләттең бит инде тагын? Они больше делать. Этот пластику. Брыли убрала. Нормально себя чувствуешь. Все нормально, все нормально. Да я на следующий день после операции уже бегала, как лошадь, работала. Там же сразу на следующий день выписывают. Вот здесь хочу. Короче, у меня, я говорю, вот это любимое платье, оно синтетика, конечно. Вот, его получится, Микен, ушить. Так мне оно нравится, больше нет такого платья. Галимая синтетика есть. Общее самочувствие нормально? Нормально, все хорошо, Лашка. Рассказывай, сколько силы воли в человеке. Нет, это не сила. Она ушла, Инди. Так. Так. Нет, ничего не собирать. Да? Конечно, здесь надо, чтобы у вас был объем под грудь. Да? А вот это мы сделаем. Резинку Здесь- подтянуть-то. Конечно. А много тиряга. Уже распороть-то и ушить уже обратно. Шулай, нормально, масса. Ну, чуть-чуть я уберу. Да, вот так И вот. резиночку затяну. Ага. Индийский, что ли, материал? Да? А, я думала, галимая синтетика это. Нет, нет, вот это верхний слой очень хороший. Спасибо. И еще у меня такая сиреневая юбка. Сиреневая юбка тоже у меня такая же. Вот она. Короче, я его тоже брала. И у меня тоже не... Ну, райда. Я его, короче, Эльвира, хочу укоротить. Жалко мне одежду. Ну, если вещь хорошая. В тот раз вы мне джинсы ушили. Через 2 недели же я забрала. Помните? И они все на размер больше. Их уже потом, потому что уже больше ничего не сделаешь. Да. Уколы еще делаешь? Нет. Никакие уколы я не После делаю. операции такой. Почему-то все думают, что я уколы делаю. Вот смотрите, даже Иглинский рынок-то готов сорвать, что я делаю какой-то Нет. азимпик. Нет, нет, азимпик, он тоже как бы, у него и вред есть. Да, сейчас же мода пошла, все делают азимпик. Журналист один написал, что я типа делаю азимпик. Нифига подобного, никакой я азимпик, доктор, не делаю. Это я после резекции желудка. Я знаю, что многие удивляются, почему после резекции желудка я сильно похудела. Я сама не знаю, почему это так случилось. Вот кто делал уже резекцию желудка, они нормальные. Они нормально похудели и остановились. А вы особенные. А я особенная поход делаю. Не могу никак остановиться, доктор. Понимаете? Нормально все, все. Белок, ну да, это прям основа. Белок нужен. Белок, шарка. Ладно. Эльвира, когда будет готова? Рада видеть в добром здравии. Ну, брейки кин. Ай, ладно. Давайте. Рада видеть, правда. Халык, өмір. Это получилось разговаривать. Ай, ладно, пока, Эльвира, пока. Мне очень нравится в Иглинском рынке. Тут все есть. Абсолютно. И ремонт одежды, и обувь. Вообще Иглин он мне нравится, потому что этот рядом с нами. В город мы не ездим. В основном, если какие-то срочные дела, мы в Иглино только и ездим. Öyle bunda biz boşlar aşağıda bile. Şunday heyvet firmaski magazinde испортили немножко. А? Ne diyorsun? Aynen. Блин, что-то мне чебурекан харпун казался. Нет, это нормально. И ты уже не бешканиттен. Башкент'ten. Ай, Şuradan moda bu lan. Artık yani, наверное, время pişirgenlerden kapılara. ай. Kırıp kala da böyle. Bu tarz Чебурек бешканиттен. Я охренею. Зато халяль. Ну, чебурек бешканиттен было все окей. Я сказала, дайте чебуреки из мяса. Что вы, когда жарите что? Ну вот замороженные, когда вы чебуреки жарите, мясо же жарится, правильно? Оно же вареное становится. Это сделано из вареного мяса. Я повар по образованию. Вы что, издеваетесь, что ли? Это вы вареное мясо прокрутили и сделали из него чебуреки. Вы говорите, что когда он прожарился, он получается вареный. Вот все, да, иду. Идите, мне еще сказали. Идите, еще сказали. Из вареного мяса делают чебуреки. Вы же, говорит, когда жарите чебуреки, мясо же сваривается, говорит. Поэтому они и становятся вареные. Вот они меня другие дали, сейчас попробуем. Это чебуреки. Да. У них же были офигительные вкусные чебуреки. Как так они могли так испортить, да? Вот. Пişirtmeye o. А? Пişirtmeye. Нельзя пожитмян, это из вареного мяса, не разбираешься, что ли? Ну да, разбирать вареные. Да. Ну, ведь волокна даже. Ой, это вареное мясо, вы мне сказали, дайте пирожки с капустой с мясом тёртым. Я так не говорила. Вы показали рукой, я рукой не показывала ничего. А ведь в свое время мы сюда в Иглино приезжали, всегда заезжали за этими чебуреками, да? Ты что, тоқтарға қатырған, evet. Я что фермер грант алды. А в свое время такая продукция у них вкусная.
они когда начинают, У них же не только чебуреки вкусные были, у них все было вкусно. Ну, жалко, она біздің дорогин чебурек не халяль что это, да? ну, только одного. О, ладно, там. Тогда закачивать цветок. Блин, лапата. Ну, блин, не халяль. Ашан Ашамадым, әйдеп. Бір-екі штук алайық әлі. Я тоже сказал это, мам? Ай, не. Мен есімдеп айтмаймын да, магазинді көрсетмедім, неме екен? Нет, говори сразу, чё? Я говорю, если тебя ведь нормально. Или киттік не тормозда. Я же бляха. Стоп. Стоп, да мене стоп, синий светофор был забранен, знак не действует. Как можно было испортить такую качественную продукцию? Она вообще-то считалась очень вкусной, качественной продукцией во всей округе. Мы заходили сюда за чебуреками в этот магазин. Все любили заходить за чебуреками, не только за чебуреками. У них была очень вкусная продукция. Манты брали люди, полуфабрикаты, колбасы, все брали. Это я сейчас просто в шоке. Какой там последний раз мы манты когда тоже взяли, мы, конечно, немножко офигели от качества мантов. Или он сам невкусный, что его продукцию испортили. Либо же он сам испортил свою продукцию. Мы продолжили поиск вкусных чебуреков, и мы знаем, где продаются мясные гостиницы рядом с нашей деревней Дорогина. Здесь офигительно вкусные чебуреки. Единственный минус есть, они не халяль. Пофиг, я решила и купить не халяльный чебурек, потому что я что-то сегодня, как прям беременная, очень хочу чебуреки. Здравствуйте. Они вот свое качество не испортили. Сколько лет мы их знаем, не испортили. Но мы перестали брать. Почему? Мы перестали есть не халяль. А, я перестала не халяль есть. А сегодня решила, думаю, ну, черт, поем не халяль. Из-за этого меня Бог, наверное, в ад не отправит. Из-за того, что я сожрала один не халяльный чебурек. Блин, что за фигня? Тесто здорово, чего стоит? Чувство охренительное. А, сколько вообще? Угу. Ну, это чебуречная. Все останавливаются. Тут вообще очередь за чебуреком постоянно. Здесь все и гаишники останавливаются постоянно. Вот тесто у них офигительное, да. Капец сочное, да? Вот и смаган чебурек. Не, давай этот смешка положим в тарелку и скажем, что это я сама сделала. Нет. Напекла. Почему? Ладно. Они слишком одинаковые, да? Блин, хорали. Не, они идеальны, слишком вы не можете так Слишком сделать. идеальные, да. В смысле, хочешь сказать, я не могу сделать нет. идеальные лепешки, нямбаша, блин? Обалдеть, хорали. Не, ну настолько Ты идеальные. Нет, они же не сами их режут, мне кажется. Это же видно, то, что это сделал не компьютер, а кто это? Компьютер. Компьютер лепешки сделал. Ну, как это называется? Ты умная. Кто скажи, как называется комбайн? О, Господи. Смотри, какие они тонкие. Вот, я говорю. Это я из казанские фермеры, вот эти, которые котлетки же заказывают, курицу. Они вот сейчас вот такие кастебера делают готовые вот такие лепешки. Почему они просто формочками, мне кажется, вот так вот? Да, они формочками делают. Они, наверное, вот так дурят, Да, и формочкой, и потом... Может, папу не будем брать? А кто шашлыки будет делать? А кого мы вместо него возьмем? Да, Сами будем делать, нямбаштары А короля. вы умеете делать Может, шашлык? давай лучше парня какого-нибудь возьмем нового. Ну, Ну вот. А че? У тебя нету парня? нет. Ты же с казанским каким-то встречался. Ну вот зачем меня сдавать? Нет, у меня нет парня. Нет у меня парня. Нет. Нет. Ну, на примете хоть кого-нибудь давай возьмем. Вообще никого. Я вот вообще полностью разочаровалась. Я заявляю, что я разочаровалась в мужчинах. Все, официально. А у тебя парня нету? А, Девочки, смотрите. Вот правильно, короля, как будто ты всю жизнь делала, Так а что сложно было? Да, и вот так вот этот Я согласна, закрепляем. ничего сложного. Поняла? Сейчас я еще тарелку дам. Ну, не кажется, что маловато? Или Нет. нормально? На, попробуй. Не хочешь? Нет? Ладно. Если бы не дыкандыш, это очень красивая песня. Да, вообще. Я, кажется, стала фанаткой дыкандыш. Да и в целом, ты слышишь? Биток там красивый. Слышите, да, что он говорит? Алматыш. Не знаю. Блин, вы достали, блин, то тонкий, то толстый. Какого черта? Это мои. Анорексички у него.
Кто толстый, кто худой, бля. Харабаны вообще кутаргансың алғаның, Это я. Просто. Из крайности в крайности, бля. Догадайтесь, видите. Обалдеть. Нормально делаете. Все, давай. мне на душу. Да я сама. Давай. Все, давай. Вон тут голова палка. О, смотри, сколько получилось, да? Нифига себе. Ну, блин, этот все равно толстый какой-то, бля, хуйня. Блин, вес... Адрина меня и ты, блин, сетня галмай. Болгар, весните, уже сухоп сварай. Потом, когда жарить будем, он весь пыл клипсовит. Без повода обнимай. Тут еще одна женщина написала там, типа, как принять свое новое лицо. Я не знаю, может, она сделала операцию или что. Я вот честно вам скажу, я до сих пор не могу принять свое лицо. Я еще до сих пор, девочки, не могу принять свое новое тело. То, что я похудела, да, я не могу принять его. Представляете? Мне вот кажется, что я до сих пор пухленькая. Ну вот не могу я принять, и все. Вот ты хоть аллама кейшля. Вот смотрю в зеркало, да, и вот иногда удивляюсь и все. Думаю, батас был меньше, что ли, обтрапки-то. Наверное, год нужно, чтобы принять, я не знаю. Вот. И лицо не так уж, а вот тело вот невозможно пока что принять. Я до сих пор, мне вот растерянность какая-то, и вайны вот когда снимаю, у меня растерянность. Смотрю на себя со стороны и думаю, блин, что-то не смешно. Сейчас повязку заново начала потихоньку носить и на ночь, и днем тоже. Потому что у меня, девчонки, после болезни осложнение дало, по ходу дела. Я вот сейчас своего хирурга жду, вот он на днях приедет, я пойду на прием. Он в Москве же живет. Уши заново начали болеть, и щеки тоже начали заново болеть. И я вот сейчас периодически начала повязку носить. Повязку, когда ношу, более-менее нет таких болей. Уши вообще, когда я загрипповала, у меня уши горели и пломились. Вот как будто такое ощущение было, что они отвалятся, представляете? И боюсь прямо, как бы у меня не было осложнений с ушами. Лишь бы уши не отвалились, это самое главное, блин. Я не знаю, у меня щеки еще болят. Не знаю почему. Смотрите, как я поджарила эти костыбыки, друзья. Выглядели они вот так вот невзрачненько. Стали вот такие поджаристые. На сковородке прямо на подсолнечном масле я жарю. Для девчонок. Девчонки, вот у нас еще Эльзира тут прибавилась. Тут девичник, Альберт, тебе не место здесь. На, выгадали? Сливочное масло горит и не баши, блин. Эй, куйма, что музыка вот башка, блин. Бесит уже. Нет. Короче, Аделина узнает в прошлой жизни, кем я была, что я не могу расслабиться и работаю как лошадь. Вот мне интересно, может, я лошадью была в прошлой жизни? Сейчас будем узнавать, кто был кем в прошлой жизни. Аделина, оказывается, умеет это делать. Ты как умеешь? GPT умеет делать, я просто умею делать промпт. У меня тоже GPT есть. Чего? GPT есть. Что это такое? Пишет там, всякую фигню пишет. У меня не ловит. Ну, не ловит, что сегодня, и барменишь, ладно. Сейчас я совсем понял. И что, через этот чат GPT можно узнать, кто был в прошлой Если жизни? правильно спросить, да. Через какое-то приложение. Ну, Это искусственный интеллект. ну, А, приблизительно да? уже. Сейчас, короче, друзья, узнаем, кем я была в прошлой А я не верю в это. жизни. Я в целом не особо верю в знаки зодиака, дату Да? рождения. Ну, да, мне кажется, это все слишком индивидуально, и просто по дате рождения нельзя сказать что-то о человеке. Ну, я верю. А я тоже верю. Ая. Saat bu unikihinde bulayında unikisi bulay unikihine sakal dürtüva 20 minutta. Унике. Işte bile benim kulda saat var. Нифига себе. Ладно, я рад. Мында Аделина қора. Аделина ләмәки қораянда, ләкин болғансың дейді. Ладно. Ay, ровно свои. Ладно, я рахмет. Что Варя Белышев звонит в утра, Виталия? Еще я не... Она, папа, хочет знать, 4 утра он родился. 3:40. Даже маме ради этого своей позвонил. Точное время даже. Даже маме своей позвонил, а? родился, папа? Новоколево в Артесе. А что, это тоже надо, что ли? Да, конечно. Зачем? А сколько, 4 утра? 3:40. 3:40. А зачем надо, чтобы даже это Ну, место... вы же в каком-то месте определились, надо положение планет знать для этого.
Батас. Сильная личность, инициатива и независимость были в прошлых воплощениях. Инстинктивная способность действовать быстро, решительно и самостоятельно. Возможный опыт лидирования или ситуации, где вы были один против мира, полагаясь только на себя. Это то, что вы уже хорошо Это папа. усвоили. Да. В прошлой жизни? Слушайте, вы могли быть во множестве прошлых жизней индивидуалистом, воином или первопроходцем, часто действуя без опоры на поддержку других. Я же говорю. Ой, я же говорю, что ты говорил? Мне постоянно сны про войну. То, что я был на коне. Может, потому что ты в этой жизни в Блин, армии служил, нет? Может, блин, этот был, как там, великим полководцем. Ой, боже! Что ли? Слышали, да, друзья? Он маленький. Какие у него амбиции, да? Я, может, говорит, был великим полководцем. Ох ты, мой великий полководец. Доедайте. Зира, ты только пришла, так что вот это все ты будешь доедать. Давай, доедай. Азалия, бери. Ой, я чернослив хочу. Нет, КТБ кушай. А нет, так нельзя говорить, сейчас подписчики опять будут ругаться. Кушай, да, этот Ну, полезный ты, короче, был фрукты. одиночкой. Это твоя главная травма прошлой твоей жизни. То, что ты не умела быть партнером. Ты не умел быть партнером, вот и сейчас ты не умеешь быть партнером. Победа без радости, свобода без близости, сила без тепла. Я выжил, но не разделил жизнь ни с кем. Вот Чё? как ты. Вот он в прошлой жизни был одиноким воином, который боролся. У него же был его верный конь. Да. Видишь, я в горах воином был. Слабость — это эхо прошлой силы, которую теперь нужно смягчить, а не уничтожить. Это как понять, Аделина? Ничего Ну, не сейчас понимаю. он привык быть один в прошлой жизни, и в этой тоже пытается. Ну, поэтому в он всегда одиночку. спит на диване один в зале, и никто ему не нужен. Да, И в этой жизни нужно учиться быть, наоборот, с кем-то. да, Понимаешь, надо теплоту. учиться спать с женой. Массаж будешь делать сегодня? Саша, иди отсюда, одинокий воин. Так и написано. Да, было, что- нифига Посмотрите на себе. меня тоже. Нет, подожди, ты про меня сначала. Моя очередь. В смысле, жалко, я давно свою очередь жду. Посмотрите на нее. Родная мать. Родная мать. Тут нету родной матери, мы про прошлую жизнь говорим. Давай, меня считай. 0802 1980. Во сколько я родилась, ты сказала? Не знаю, пусть будет 3 часа ночи, 2 3 часа ночи. часа или 2 часа ночи. Ой, это Город важно. Уфа. Вы могли быть личностью, чья жизнь была посвящена обществу группе идей, например, ученый, изобретатель, философ, активный участник общества, братства, коллегии, человек, бросивший вызов традициям и работавший ради общего блага. Вот, я знала, что я работала ради общего блага. Вот. Но вы могли жертвовать своими желаниями, то есть думать заранее о будущем общества, быть нестандартным, необычным, опережать свое время. Вот. И это вас могло также отделять от теплых личных связей, потому что акцент был на идеях, а не на индивидуальной индивидуальности. Что-то мы с папой Похоже. оба, да, Да, какие-то похоже. не любим теплые отношения. Поэтому два этих айсберга встретились. В этой жизни вы переходите от коллективного к индивидуальному самовыражению, от служения группе к признанию своей личности, от идеи к проявлению ее через искусство к лидерству и творчеству. То есть вы сейчас идете, наоборот, к лидерству. Это может выглядеть так. В прошлой жизни я жил для общества, сейчас я живу для себя и своего творчества. Теперь я должен научиться быть в центре внимания, а не теряться в идее. Я, короче, о себе должна думать больше, да? Вот я так и знала, я должна думать о себе. Вот так вот. Короче, друзья, вы тоже также можете узнать свою прошлую жизнь через приложение. Какое? Приложение это чат GPT. Что? Как Чат это? GPT, вот он. Вот, чат GPT. Вот такой. Да, вот. там нужно просто правильно промпт ввести, то есть нужно искать Раху и Кету, туда записать свои дату рождения, время рождения, место рождения, сюда вбить и сказать, рассчитай мне Раху и Кету и типа мои кармические узлы. И он вам напишет все, что О, вам прикольно, да. Давай, Азали тоже сделай. нужно. Мама, сколько я родилась? Сколько она родилась? 4 или 5 вечера Точно? после обеда, да. 4 или 5? Это важно. Давай 4 пускай Хорошо. будет. Давай 4 пускай будет. Ну, потом спасибо. 5 еще посчитаем. Так нельзя. Возможно, вы были ученым, учителем, писцом, летописцем, Я знала, что ты учитель была. переводчиком или посланцем, О, путешествовавшим между общинами. переводчик, видала? Ты не просто так языки, значит, начала изучать, Азалия. Вообще точно это делает, да, эта фигнюшка. Люди ценили ваш ум, связь с новыми идеями, способность быстро ориентироваться в ситуациях.
Основная черта прошлой жизни: вы были экспертом в коммуникации, не просто разговаривали с другими, а умели быстро учиться и адаптироваться, слушать и объяснять то, что другим сложно понять, соединять разные точки зрения в одно целое. Вот, поэтому вот это сильный навык твой. Ритуал у нас вечерний. Перед сном аркаларды ішкі шалып. Он мне чешет, я ему чешу. Эй, сильней! Блин, ему задней кости. Альберт, сильней надо мне. О, вон уже. О! Вот так вот надо. Еще сильней. Еще сильней. Блин, ты что так слабо, Альберт? Ну, слабый инде. Сильнее надо вообще-то. Да, блин, что тяп-ляп, Альберт? Тяп-ляп. Еще как должен я тебе. Я не равномерно ушах бок-то вообще шкамай. Ну, вот, бок неудобный. Бок неудобный. Посередине надо. Посерединочкой, брать. Что был да? Нафиг тяп-ляп. Ну, вытер бахтер, ходом, нифига себе. Раньше дедушка просил нас всех вот так ему спины чесать. И мы вот так вот ему чесали. Ну, не этой чесалкой, конечно, мы руками чесали. И дедушка тоже говорил: сильнее, сильнее, сильнее. И я удивлялась, думаю, как может спина так чесаться? Оказывается, может, представляете, друзья. И чем старше, чем старее становишься, тем больше, оказывается, чешется. Да, ребят? У тебя сильно чешется? Нет. А? Нет? Ты, значит, не старик еще? Молодой мой воин, да? Вот так надо чесать. Видишь, как я равномерно? А ты неравномерно. Берурндаш хаптик тураху. Тут кто-то спросил про лицо. Чувствует ли лицо, чувствительность вернулась? Нет. Чувствительность не вернулась, Достар. У меня лицо дубовое. Вот я вот так трогаю. Нет, не здесь. Сейчас очки сниму. Очки снимаю, вообще ничего не вижу. Вот тут дубовое. Вот тут вообще дубовое. Вот тут вообще. И шея прямо дубовая. Как будто, вот знаете, после этого вот на зубы же делает анестезию укол, да, замораживается, вот такое ощущение. Пока чувствительность не вернулась еще. Чувствительность, наверное, вернется, я не знаю, через месяца 3-4. Ну, вот одна женщина мне так написала, я не знаю, которая делала пластику. Ну, у каждого индивидуально, наверное, скорее всего. Да, вот некоторые люди даже в Инстаграм под моим вайном написали, зачем делали операцию, если вы прямо так сильно морщитесь. Блин, вот когда начинаю снимать, да, я вот со стороны не контролирую же себя, да, и у меня очень много морщин появляется, да, я морщу, гримасничаю, я это все прекрасно понимаю. Я потом, когда сторисы только смотрю, вижу, что я очень много гримасничаю. А когда вот я снимаю, да, себя не вижу, вот я сейчас кружочки записываю, я же себя вижу, а когда я вот снимаю сторисы, не вот кружочки, да, я же себя не вижу. И я же не на фронтальную камеру снимаю. И вот я, когда снимаю, вообще не контролирую свои эмоции. И вот мне охота прям все передать. Вот у меня вот все чувства, вся вот этот, как сказать, на лице. Короче, когда я себя не вижу, я не могу контролировать свои эмоции. Вот что я хотела сказать. У меня все чувства, все эмоции прямо на лице нарисовывается. Это у меня с детства вот так вот. Нарисовывается все на лице прямо. И вот из-за этого у меня и морщины же вот так вот поэтому пошли. Я вижу, что я гримасничаю. Вот сейчас я смотрю, да, это ладно, у меня здесь нету такого, да, вот морщин, да. Смотрю, вот я вайн последний снимала, вот тут, оказывается, сильно я морщу прямо. Да, я сама уже начала переживать. Думаю, блин, если я сейчас и дальше так буду гримасничать, говорю, все, морщить лицо, у меня толку от операции, наверное, не будет. Вот мне же хирург сказал контролировать эмоции, блин. Но я не понимаю, как контролировать эмоции. Как я буду без эмоций? Я не умею. Вот мне кажется, это какой-то как там. Я же еще рот до конца открывать не могу, представляете? И когда этот один вайн тоже снимала, вот мы 2-3 вайна снимали, и этот, там надо было в одном месте рот открывать. Я, короче, как открыла рот вот так, типа прямо нығытып асқанным алдым, да. У меня вот тут что-то растянулось как будто, представляете, вот это месте. Я испугалась, думаю, бляха-муха. Думаю, что-то, блин, сейчас разойдется там у меня. Вот так вот испугалась даже.
Вот. Рот до конца еще не открывается. Вот я вот так вот прямо от души зевать не могу. Охота прямо от души зевать, вот так открыв сильно рот. Не могу. Прикиньте. Язык даже до конца не могу высовывать. Вот пока что язык, смотрите, как могу высовывать. Вот так только. Ну, имеется в виду, у меня еще вот так халврат душа вообще-то. Ну, халврат